Илишевский район, деревня Ябалак. Фамилия моя была Кашфеева Дарья. У меня были родители, у меня отец был очень хороший, такой, да, интересный мужик. Пел песни, плясал. На сцене вызывали его, очень рассказочник был. Хотя он не грамотный, не его откуда взял эти такие сказки. Родители всегда бывают хорошие, вот, всегда. А вот дети, которые они непослушные. Да, это те времена другие были в одинаком. Вот, все веселые. Детство, само собой, разумеется, что бывает. Когда кто-то выступала на сцене, песни пела, плясала. В жизни раз бывает 18 лет. Не повторяется никогда. Да, годы прошли. Когда война началась, мы еще путем не знаем. У нас был старший там в Кишлаке, они направились, а мы путем-то не понимаем, в чем дело. А говорит, иди, говорит, учиться медсестру. На медсестру отправили, а там это, сколько там учились, месяцев 3, наверное. И мы кончили, там научили нас, как вот это раненые вытаскивать. Пришли домой, значит, через 3 дня повестка. Пошла это район еще далеко было. А говорю, у меня старые родители туда-сюда, они меня дают вопрос, ты родину любишь? В те время какие были слова? Ты родину любишь, как ты скажешь? Нет. — 57 девушек, а вот 10 человек выбирает, и я там попалась. Их снова подготовили вот, на курс водителей. Раньше же водители тоже были, нужны были водители. Мужиков мало было. Вот. Кто работал? Одни женщины работали в тылу. С радостной вестью приду, снова дорогу к милой порогу я без ошибки найду. И вновь весной под знакомой ветвистой
нежные речи нам возвратятся с тобой. Милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой. Мы на шофера учились, практиковались. И опять взяли меня 10 человек с нашего полка. Это 10 девушек. Опять учиться. Потом ее призвали на большой завод такой, промышленный. Вот, она работала на токарном станке. Снаряды она делала. После этого вот их призвали, вот 3 курса она окончила, их призвали на Дальний Восток. Потому что на Дальнем Востоке там тоже были очень тяжелые бои. Она окончила Хабаровское авиационное училище, там вот забрали туда. На летчика учиться тебе 4 года нужно. Еще 2 года стаж, чтобы ты научился летать. А их там за 2-3 недели их учили. Времени не было. Да, штурмовой авиационный полк. О, самолет, это знаете, вот тут внутри написано полный, один только штурвал, а там это еще, куда лететь, какое направление нужно, вот, юг, север, а там показывает все, что есть, написано. Вот. Бомбы подвешивает. Пулеметные 2 сторон. Значит, это по 50 килограмм, по 100 килограмм. А вот штурвал, да, штурвал, он, так знаешь, уже только кнопка нажать. Вот. Попадешься ли? Расстояние надо знать. Были такие самолеты У-2, фанерные, а их назвали еще ночными ведьмами. Вот первый его бой был. Вот. Она была бесстрашная. Она даже не думала, что я умру или не умру. Такое время не было, не позволяло время, что это. Все воевали, за родину воевали. Это была штурмовая авиация. Одни женщины были, мужиков там не было. Полк был, женский полк. В 1945 году война закончилась с Германией, когда уже была победа 9 мая. Французская армия, еще не была разбита, потому что там была миллионная армия была.
сильно она вооруженная была. Вот. И их перебросили туда, на Дальний Восток. Мы дошли в Японию, мы так долго не стояли, потому что мы победили, но очень много людей погибли. Пошли на перемирие. С той стороны стоят японцы, с этой стоят русские. Наше перемирие было прямо в территории Японии. Эх, война, война, сколько горя нам принесла. Это вот всех родителей. А вот с армии, как я вернулась домой, если умерли, нету никого. Никого. Сестра, отец, мать. Интересная дорога, куда мы идем, куда мы заворачиваем. Терпели, все прошло. О. Это такая сила пережить, это страшно. Сколько голод, сколько холод. Это ужас. Такие тяжести не опишешь, прожитые мною. Да, много, очень много страдала. Это не расскажешь никому. Не нужно, зачем прошлое трогать. Матери говорю, вот как ты встретился с отцом, вот как вот это все это получилось? Да, говорит, мы, говорит, вот все, говорит, девки идем, говорит, и какой-то, говорит, мужик оттуда говорит, девушка, говорит, ты мне нравишься, говорит. Повернулся, говорит, и дед Раджаба, говорит, увидел. Вот. Так и они познакомились. Встречались это в учениях хозяина. У него что, стрелковый полк был. Друг друга понравились, и взяли это адресы домашние, и редко мы переписывались это по полевой почте. Он служил в Украине. А войну отец закончил в Италии. Он знал по-итальянски, чисто разговаривал, вот. По-чеченски чисто разговаривал, азербайджански чисто разговаривал. И навыки были, испанский тоже хорошо знал. Ну, как-то быстро схватывал вот это все. И немецкий знал хорошо. Вот. А русский тем более хорошо знал. Он тоже был на Востоке. Потом менялись адресами, друг друга нашли. А я собралась к нему, села, поехала. Значит, это я поезд останавливается, слезаю. Это от страха чуть не упала. Тогда меня в голову стукнуло. Это куда вдруг его нет, он сказал, я тебя встречу. И друг друга нашли. Из 45-го года вот по 57-й год, кажется, они жили в Красноярске. Там жили в Красноярске. У них родился первый сын Шамиль, второй сын Замир, третий Ринат. Один таджик, они там служили, один таджик это говорит, мы слышали, что здесь живет один таджик. Вот. И они искали этот дом, нашли этот дом, вот, зашли, вот, моего отца там встретили, и они написали письмо сюда, чтобы это, есть такой-то человек, дед Зё, там, дед Нурали, братья, письмо написали, и они оттуда приехали.
Туда мы как приехали, а я в многих местах работала. Работать любила. Первая его работа была на поле работать. Кидменю махала она этого. Маты жила. Вот. Ну так, руководство посмотрело, что женщина такая робкая, умная, там, язык хорошо знает. Вот. Неграмотных много было после войны. Вот. Вот. У них был бригадир Пузаткин, звали его Пузаткин. Говорит. Дарья, говорит, первая цифра, говорит, от тебя зависит. Пузаткин правильно говорил. То, что она на поле запишет, какую цифру, 10, значит, все идет куда? В бухгалтерию. От первой цифры все зависело. Вот. Посмотрели, хорошо поработала. Вот. Люди уважали ее. Вот. И пошла кассиром поставили. Сколько лет кассиром она работала. Вот. Потом главным бухгалтером работала она. Потом поставили заведующим яслем. Вот. Сколько, да, много, может лет 10, может лет 15 она работала заведующим яслем. Вот. Воспитывала нас. На чью арбу сядешь, такую же песни поешь. А и на заре, где мировой, дилваре, дилда, где мировой. Bulmada ve sizden bilen bir silaşıp tuyarkın, bir üstellerge oturup riziklar yiyarkın. Bu rasm rusume ki ما داریم همه آمادگی برابر او قبول کرد هم رسمی ما را هم چه خیلی ما میکردیم هم خیلی دست خون میکرد توی معرکه ما میرفت ما یا می اومدیم همین خیلی ما این هیچ بار حساب نمی‌کنیم که این زن روسای دیگه جو آمادگی است ما میگیم که همین یک توجیک خودمونه دریا خاله همین خیلی حساب میکنیم ما آدمی نمی‌ت شخص نزدیک خودمون حساب میکنیم هیچ بار این را بگونه نمیگیم که یا دیگه ملت است. Это очень много лет я живу уже в Таджикистане. Да училась говорить. У меня вот это таджики отличные соседи. Отличные люди. Слов нет, прекрасные. برای ما همچون مادر همچون ملت خودمون ملت تاجیک گفتم ما چی همه وقت حرمت عزت میکنیم اینو به نهایت انسان خوب انسان خوشگفتار انسان خوشرفتار که در همه کارهایی که ما تشکیلی هایی که میگذروندیم در جشنواره هایی که میگذروندیم در مؤسسه ما به اشتراک اپای دریا خانم نمیگذروندیم ما همه وقت این رو به جشنواره دعوت میکردیم و درباره تاریخ گذشته خود واقعه های گذشته خود برای خوانندگان همه وقت نقل میکرد صحبت میکرد و برای ما میگفت. Прежде чем говорить, надо подумать, стоит ли, или не стоит ли. Уважайте друг друга. Это самое интересное в жизни. Виду не подавайте, что вы ненавидите его. Можно сгоряча все сказать. А вот скажешь, это слово уже обратно ты не возьмешь. Она останется навсегда. Сумейте делать добра. Добра она никогда не будет под ногами. ما را تاکید میکرد میگفت که دخترها بخونه محتاج یگون کس نشه در اینجا اول خوندن نمیموندن بازور میرفتن بعضی دخترها میخوندن ایتا همه خوندنی رفتن نمیتونستن ما رفتیم خوندیم با مصلحت اینمی شخص اینا امروز اینجا مکتبی همسایه ده معلمش ده کار میکنیم چقدر زنی شجاع بود است که این قدر مثال از چقدر راههای دور که به وطن ما میمان شد و همچون مسافر شده اومد با همراهی شوهرش هم اشتراکی جنگ بوده که ماما رجب نه که این زن با این مرد همچون دوستانه زندگی میکردن که نمیگفته که اپای دریا از بشقیردستان و که به ماما رجب از تاجیکستان خیال میکردیم که هر دوشون از یک جا باشن هر دوشون از یک دیه باشن Не жалею.
У меня зато был хозяин очень хороший. С ним я жила 60 лет. Его характер знала. Вот. Если он начинается волновать, вот встану, ухожу. А что я? Слов не найду. Могу покроить по всему. И боялась скандала. Страшно. А потом отойду, приду, он уже совсем по-другому. Подход человеку нужен. Стакан сметаны для него всегда было. Он пьет, не пьет, мы же поставили. Он уже знал моего характера, все это чиняка. Он очень хороший был. Он меня везде поддержал. Годы пройдут за годами, морщины покроет лицо. Горько улью со слезою, но ведь не забуду его. Забыть тебя не забуду, забыть тебя не смогу. Откровенно сердце скажет, что одного тебя люблю. Слава Богу, Худова шикар, садбар шикар. 5 у меня сыновей было, один ушел, у нас осталось 4. Шамиль, Замир, Ренат и Махмуд. Это мое утешение, это мое богатство. Один работает в школе, русский язык преподает уже столько большим таким стажем. А другой в Москве. Один у меня сын ушел из жизни. В настоящее время 4 живых. Шамиль, Замир, Ренат, Махмуд. Внуков у меня 25. Правнуков уже, наверное, около 100. میگفتم دیگه پشیمون نشیدی که اومدی در اینجا ایستادی بین ما تاجیک‌ها. میگفت نه من هیچ کسی ندارم در اونجا که برای پشیمون شم. همه خش تبور اپا و خواری من شموی همینجا همین تاجیک‌ها هم من هیچ قدر میکنن هیچ حرمت میکنن من هیچ گفت پشیمون نمیشم برای که شوهر شکای محمد رجب انسانی خوب بود انسانی خاکسار بود بسیار خدمت کرده بود در همین سرخوزی ما بعد این بچه‌های رو میگه هستم من برای چی پشیمون شم من از زندگیم راضیم میگم Сколько лет я уже живу. Теперь моя родина здесь. Все заходят, все проведывают. Это прелесть. Мне мужики все заходят проведывать больше, чем женщин. Я в Таджикистане живу хорошо, слава Богу. Дай Бог доброго и здоровья и мамалию. Каждый год помогает меня. Дарья хола ҳала та таъкид мекунад мега ки ватани ман тоҷикистон من همینجا زندگی کردم همینجا بخت یافتم همینجا فرزندام هستن زندگی یافتم همینجا وطن من نمیخوام دیگه جا برم وطن عزیزی من تاجیکستان. Вот когда я лягу одна, думаю, вот их жизнь моя, кто меня на этот свет провела, их жизнь моя, ты уходишь как вода и вернешься никогда. Не вернется никогда. Наша молодость прошла, по чужой не боли. Я ведь не хочу уходить.